أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Дорогие братья, сегодня хочу поговорить о человеке, который собрал в себе знания и дела. Сегодня во многих устах произносится это имя, но большинство людей не знает, кем он был, чем он занимался, почему он стал таким известным. Это человек, которого зовут имам аль-Муджахид Мухаммад Иззуддин аль-Кассам, рахимахуллах. Мы слышим, группировка Кассам сделала то, сделала это. Группировка, которая сражается с сионистами в Палестине. Но кто такой Кассам? Чем он занимался? Хочу рассказать маленькую биографию этого человека и извлечь некоторые уроки из биографии этого имама и муджахида. Мухаммад Иззуддин аль-Кассам, рахимахуллах, родился в 1300 году по хиджре, что совпадает с 1883 годом, в местности Джабиля, рядом с Лазикия, Латакия, в Сирии. Многие думают, что он был из Палестины. Он не был из Палестины, он был сирийцем, который родился в Лазикие, в горах Джабиля, в 1883 году. До 14 лет учился у местных имамов, брал хадис, учил хадис наизусть, учил Коран, арабский язык. Затем, 14 лет, когда ему исполнилось, он уехал в Аль-Кахира, чтобы поступить в университет Аль-Азхар. Около 9 лет учился в Азхаре. Такой был обычай того времени. Люди до определенного времени учились у себя на местах. Потом уезжали Аль-Азхар. Тогда Азхар давал хорошие знания, был таким известным мирового значения, мирового уровня университетом был Аль-Азхар, с которого выходили много больших ученых. Около 9 лет учился в Аль-Азхаре. После того, как 9 лет обучился в Азхаре, вернулся обратно в Лазикию, в Шам, в Сирию, и начал проповедовать людям ислам. Это время так люди чуть-чуть отдалившиеся были от ислама, хотя время тоже такого фасада не было, но понимание людей о религии было не самое лучшее. Люди отошли от своей религии. Какого-то рода, своего рода было зульм над людьми. Он противостоял высшему классу, который жил в этом местности. И из-за разногласий между этими людьми, между этим высшим классом и им, он вынужден был уехать из этого местности и приехал в Стамбул, столицу османского государства. В Стамбуле он, когда увидел разврат того времени вокруг Стамбула и в Стамбуле, он, чтобы спасти свою религию, он понял, что людей в первую очередь надо привести в ислам. Положение внутри страны разлагались исламские ценности. Люди все хуже, положение людей все хуже и хуже становилось. Он обратно уехал в Лазикию, стал имамом мечети, хатибом и начал преподавать уроки. Утром уроки давал детям, вечером взрослым. Такой бывает мусульманин, который хочет внести свой вклад в развитие ислама, что-то сделать ради ислама. Он не знает день и ночь. Он день и ночь работает на пути Аллаха. Если кто-то что-то хочет изменить, такой должен быть мусульманин, который не устает, который не знает день и ночь, который готов пожертвовать всем, что у него, самым дорогим, что у него есть. Только в этом случае, только победит его призыв, только в этом случае Аллах даст победу этому человеку. Это время османское государство
враждовала со многими государствами. Это приблизительно начало 20 века. Уже в преддверии Первой мировой войны османские государства враждовало со многими государствами. Сирия, Палестина, Ливан и Иордания в это время находились под прямым управлением Османской империи. Само османское государство было крайне слабым, но мусульмане видели это государство как символ исламского халифата и относительно как бы собрались мусульмане вокруг этой империи османской. Когда уже началась война, Первая мировая война, Османская империя призвал жителей Шама мобилизовать, чтобы воевать против Европы. В это время итальянцы оккупируют Ливию, заходят в Ливию, оккупируют Ливию. В это время имам аль-Муджахид, другой имам аль-Муджахид, Умар аль-Мухтар, поднимает восстание против итальянцев. Это вести, когда дойдут до Шама, до Сирии, Мухаммад Изз-ад-Дин аль-Кассам соберет группу, день и ночь будет призывать людей для того, чтобы выступать против иностранных колонизаторов, которые захватили мусульманские земли. Начал постоянно выводить людей на улицу с лозунгами «Я Рахим, унсур мауляна султан, вахзим адувана, о Рахим, помоги нашему султану и дай поражение нашему врагу». Такими лозунгами людей постоянно выводил людей, будоражил, для того, чтобы разбудить в их сердцах дух противостояния и сопротивления против врагов. Потому что дух был сломлен. И люди чуть-чуть отходили от религии. Реально положение мусульман не было не самых лучших. И он собрал несколько сот человек вокруг себя, которые готовы были, добровольцы, которые готовы были пойти на помощь Ливии, и связался с османским правительством, что у меня есть такое-то количество людей, которые готовы пойти против итальянцев воевать в Ливию. После этого османское государство отправило их в Искандарон, это группировка из нескольких сот тысяч людей в Искандарон, город в Турции, и сказали: ждите кораблей, мы вас перебросим в Ливию. Мухаммад аль-Кассам, Изз-ад-Дин аль-Кассам, вот это несколько сот добровольцев ждали 40 дней османских кораблей в Искандароне, так и не пришли корабли. После 40 дней они все разошлись по своим домам. Мухаммад Изз-ад-Дин аль-Кассам обратно вернулся в Лазикию и начал проповедовать ислам. И пробуждать дух сопротивления, уже началась Первая мировая война, дух сопротивления против европейцев. И в это время, в 1918 году, французы высадились на побережье Сирии. Первый, кто поднял флаг противостояния, сопротивления против французов, был Мухаммад Изз-ад-Дин аль-Кассам. Очаги сопротивления раскинулись по всей территории Сирии. Первый искра дал Изз-ад-Дин аль-Кассам, и очаг сопротивления, очаги и ячейки сопротивления начали появляться повсюду по Сирии. На севере Сирии в горах образовалась ячейка, вооруженная, организованная, которые нападали которые устраивали организованные засады и нападения против французов на севере Сирии. Когда узнали французы опасность этих ячеек, которые образовались на севере Сирии, они сперва отправили делегации на переговоры с Изз-ад-Дин аль-Кассамом, обещали ему высокие должности и большие деньги. Но такие люди, как Изз-ад-Дин аль-Кассам, невозможно подкупать. Изз-ад-Дин аль-Кассам отверг все то, что они предлагали, и дал четко понять, что он будет сопротивляться до конца своей жизни этим колонизаторам. Один из дней, когда они устроили засаду против французских сил в Сирии, генерал французской армии напал на одно село, возле которого была группа Изз-ад-Дин аль-Кассама. Видимо, они оказывали какую-то помощь этой группировке. Вывел на улицу 170 крестьян, которые работали на поле, и демонстративно всех расстрелял.
тем самым дал понять что населению, что любой человек, который окажет помощь группе Иззуддин аль-Кассам, подлежит уничтожению. Все пути снабжения, которые поступали и продовольствие, и оружие к этой группе, были отрезаны, и группа Иззуддин аль-Кассам была вынуждена прекратить сопротивление на севере Сирии. Они тайным путем добрались до Дамаска. Дамаск в это время еще не был под оккупацией французов. В 1920 году произошла битва при Майсуме, где мусульмане потерпели поражение, и французы захватили Дамаск в 20 году. Через несколько лет после того, как французам удалось захватить Дамаск, за голову Иззуддина аль-Кассама объявили французы 10 тысяч реалов, 10 тысяч лир. Аллаху алям, на то время сколько долларов это выходило. И Алавийский суд приговорил заочно Иззуддина аль-Кассама к смертной казни. Почему Алавийский суд? После того, как французы захватили Сирию, французы разделили Сирию на 4 частей. Было Дамасское государство, было государство Алеппо, было Алавийское государство в Лазикие, также было государство друзов. Друзы, которые жили в определенном месте в Сирии. На 4 государства разделили. Эта тактика много раз использовала кафиры на землях мусульман, разделяли и властвовали. И Алавийский суд заочно приговорил Иззуддина аль-Кассаму к расстрелу. Это время Иззуддин аль-Кассам скрыто, через несколько лет, уже когда был оккупирован и Дамаск, и все территории Сирии, он скрыто добрался до Хайфа, город на побережье Палестины, на побережье Средиземного моря. В Хайфу он добрался, после того, как он в Хайфу добрался, там тоже стал имамом мечети и начал давать уроки ислама, шариата в медресе женщинам, мужчинам и женщинам. И у него было такой дар фираса, называется на арабском языке, вот смотреть человека и приблизительно определять, что из себя представляет человек, да, характер человека определять по его манерам, по его внешности. Вот такой дар был фираса у Иззуддина аль-Кассама. Когда он давал эти уроки, люди приходили к нему на уроки. Это человек, Иззуддин аль-Кассам, после того, как состоялась декларация Бальфора в 1917 году, о создании сионистской ячейки под названием Израиль на землях Палестины, и Британское королевство подписало эти декларации, и начался массовый отток евреев, особенно из Восточной Европы, на земли Палестины. Когда после того, как развалился османское государство, находились все мусульманские страны были под оккупацией. Расскажу, как мусульманские страны попали под оккупацию. Посмотрите хитрость, ухищрение врагов ислама. Как они ухищряют, и как они не соблюдают свои договора, и как они всегда обманывали. Как я уже сказал, в 1918 году Франция оккупировала Сирию. В 1917 году британцы высадились в Ирак, а в 1918 году полностью оккупировал Ирак. Также Палестина перешла под мандат Британии. Это все как произошло? Французы и британцы заключили договора с шариф Хусейном. Шариф Мекки был такой человек, прадед сегодняшнего короля Иордании Абдулла II, его прадед шариф Хусейн. Он из потомства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Французы и британцы видели, что для того, чтобы собрать мусульман в единую против османов, против турков, чтобы поднять бунт внутри, во фронтах, османская армия была сильная. Вот в Европе она несколько веков не давала дышать европейцам османское государство. Им нужно было подорвать ее изнутри. А для того, чтобы это государство подорвать изнутри, самые подходящие ударить арабов и турков между собой. А для этого какую тактику они использовали? Они пришли к шарифу Хусейну из Ахлюль-Байт, человек уважаемый в мусульманской среде, вокруг которого потенциально соберутся люди, заключили с ними договора. Если ты поднимешь арабское восстание против османов и выйдете против Османской империи, под твое руководство перейдут, после того, как закончится Первая мировая война, под твое руководство перейдут Ирак, Сирия, Ливан, Палестина и Иордания.
Вот ты будешь руководить этими странами. Он согласился. Османское правительство доставило шарифу Хусейну копии декларации Бальфора, где говорится, что Британия подписала документы о создании Израиля на землях мусульман, Кудсе. Вот на что ты идешь? С кем ты заключаешь договора? Что ты совершаешь? Шариф Хусейн, такой бывает участь всех предателей, никого не слушался. Наоборот, когда начался массовый отток евреев из Европы в Палестину, газеты в Мекке выпускали тиражи, статьи. Ахлюль Китаб, ягуды из Ахлюль Китаба, они наши гости, а гостей нельзя трогать. Иззуддин аль-Кассам говорил, у нас есть две беды. Британия и массовый отток евреев в мусульманские земли. Вот против них должны воевать мусульмане. Это, если не остановить, создание Израиля – вопрос времени. В сердце исламского мира создание сионистского государства было вопросом времени. А мусульманский мир цветами встречали британцев. Почему? Потому что британцы на фоне тех зверств, которые чинили французы в Сирии и на Северной Африке, французы выглядели как миротворцы. Они всегда использовали в мусульманских землях так называемую мягкую силу. И мусульмане их встречали с цветами, с благословением, но на своей земле мусульмане думали, что они идут с цивилизацией, с наукой. А Иззуддин аль-Кассам со своей дальновидностью видел, британцы – это голова змеи, которую нужно рубить. А иначе создание сионистской организации под названием Израиль – это вопрос времени. И Иззуддин аль-Кассам жил 15 лет в Палестине, призывая людей к исламу, к правильному пониманию ислама. Воевал, имеется в виду джихад, языком делал против бид'атчиков, против тех, которые поклоняются могилам, которые совершают тавафы вокруг могил, которые совершают зияраты могилам. Могилопоклонникам даже написал книгу, опровергая их ересь. Вот такие усилия вложил Иззуддин аль-Кассам для того, чтобы поменять понимание людей, правильное понимание людей ислама. Чтобы люди понимали ислам, и чтобы дух сопротивления не погас в сердцах мусульман. И для этого Иззуддин аль-Кассам работал 15 лет на территории Палестины. Люди говорят, его современники, после того, как убили Иззуддин аль-Кассама, человек, который носит амама, чалмо, раньше люди, которые носили чалмо, они ассоциировались как миротворцы, как добрые люди, которые призывают людей к исламу, от которых вообще невозможно ожидать каких-то военных действий, нападений, засады. Они даже не думали, что Иззуддин аль-Кассам способен на такие вещи, потому что он был имамом, мударрисом. И он, когда к нему приходили люди брать уроки, он вот так приблизительно смотрел людей, выбирал людей, и когда они входили в его доверие, создавал ячейки, которые друг друга не знали, по 5 человек ячеек. В конце его смерти этих ячеек было около 200 ячеек было. По 5 человек, которые он создал, которые друг друга не знают, и они убивали британцев, совершали нападения на британские войска, устраивали засады, убивали поселенцев, евреев, которые приходили на их земли, чтобы устрашать их, чтобы остановить поток евреев в палестинские земли. Он однажды поднялся на мимбар и поднял свою рубашку и вытащил пистолет в мимбаре, вот как я стоял на кафедре, и поднял пистолет, сказал: «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахир». Кто верит в Аллаха и в судный день, должен человек владеть этим оружием. Закупитесь оружиями, готовьтесь. Всегда, каждый хутба, который делал, он разъяснял аят из сурат Аль-Анфаль: «Ва'идду лахум мастата'тум мин кувва, ва мин рибатил хайль, турхибуна бихи адув Аллахи ва адувакум». Готовьте против них столько можете сил и конниц, тем самым устрашая ваших врагов и врагов ислама. Когда уже до британцев дошли его призывы, они его вызвали на допрос, и по ходу допроса ему говорит британский генерал, который там сидел: до нас доходит вести о том, что ты постоянно в своих маджлисах об этом аяте говоришь. Почему ты побуждаешь людей
браться за оружие, готовиться. Он там, этому генералу, британскому генералу, который вызвал его на допрос, ему начал разъяснять, что такое это аят, о чем говорится в этом аяте. Это аят, часть из наших священных писаний, которого мы не имеем права забывать. Вот поэтому мы призываем к этому аяту. И после того, вот сейчас один момент, который я забыл сказать. Вот идеология, вот постоянно эти кафир, британцы, вот американцы, вот этот Запад, всегда они усыпляют мусульман, бросают в пыль глаза мусульман. Всегда, когда они приходили на исламские земли, они приходили как миротворцы. Ни в коем случае они не завоеватели, не захватчики. Когда в 17 году Палестина перешла под мандат Британии, британский генерал пришел и сказал: «Аль-яум интахат хурубу салибия». Сегодня закончились крестовые походы, сказал. Французский генерал Гуро, когда они в 20 году захватили Дамаск, пришел к могиле Салахуддин аль-Айюби, наступил на его могилу и сказал: «Ха хуна удна я Салахуддин. Ха удна я Салахуддин». Вот мы вернулись, о Салахуддин. За 7 лет до этого Салахуддин аль-Айюби выгнал крестоносцев из Шам, из Иерусалима, из побережья Шама. 7 веков они не могли забыть это. И он пришел, этот генерал Гуро, французский генерал Гуро, и наступил на могилу Салахуддин аль-Айюби и сказал: вот мы вернулись. Британский генерал сказал: вот сегодня закончились крестовые походы. Но эти кафиры не знают, что никогда им не удастся сломить сопротивление и дух в сердцах мусульман. Будут определенные группы мусульман, которых не прогнуть никогда, не смогут их ни подкупить, ни устрашить, ничего с ними сделать. Они будут верны своему завету, который они заключили с Аллахом, субханаху ва та'аля. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не перестанет группа из моей общины сражаться на пути Аллаха, пока не придет судный день. Иззуддин аль-Кассам, когда он собирал армию против итальянцев в Ливии, продал свой дом, где он жил, выкупил оружие и раздал их этим муджахидам, которые вышли добровольцами помогать своим братьям в Ливии. Вот, братья мои, пожертвования. Когда человек дает предпочтение своим братам интересам ислама над собственными интересами. Дом, в котором человек живет, он и его семья, чтобы человек его продал и отдал эти деньги на пути Аллаха, это, братья, вершина жертвования на пути Аллаха, субханаху ва та'аля. Иззуддин аль-Кассам начал собирать эти ячейки для того, чтобы нападать на британцев и на иудеев, которые заселяли мусульманские земли. Иззуддин аль-Кассам пал шахидом в бою в 1935 году по христианскому летоисчислению. Он 15 лет был в Шаме, все это время его да'ват был скрытым. Эти ячейки, которые он создал, они не знали друг друга. За 2 года до своей смерти, уже когда он понял, что британцы уже сужают круг вокруг него, уже выход на него уже был вопросом времени, и отток беженцев и этих мигрантов из Западной Европы, и в основном из Восточной Европы, евреев, палестинские земли, все увеличилось и захватили большие территории мусульманских земель. Даже смотрите, вот стена Палача, так называемый. Это территория исламских вакфов. Когда она была вообще еврейской? Евреям было разрешено посещать эти территории в неделю 1 раз. Во времена Умар ибн аль-Хаттаба, когда его взяли мусульмане от римлян, захватили от христиан. Мусульмане его не от евреев захватили, мусульмане его захватили от римлян. Евреи грели себя грели в Европе, когда мусульмане воевали, сражались за Байтуль-Макдис, когда они его освобождали от христиан. Где были тогда евреи? Евреи жили роскошной жизнью. Мусульмане от евреев ничего не взяли, там мусульмане захватили эти земли от христиан и римлян. И сейчас пришли
заселяют мусульманские земли, как беженцы пришли, подкупили таких людей, которые сделали своих рупоров в рядах мусульман, которые кричали везде, что они наши гости, Ахлюль Китаб нельзя трогать, они беженцы, от зульма убежали. И приняли их в мусульманские земли. Вот что сегодня, какой результат мы с вами видим. Точно так же они сделали, когда Андалусия, Испания захватили христиане от мусульман, беженцы, которые убежали, которые жили спокойно в своих землях, евреи, которые жили в Испании, и когда их приютила Османская империя у себя дома, здесь, в Турции, они захватили всю банковскую систему и начали разрушать это государство снутри. Когда Абдуль-Хамид II, когда пришел, он уже практически неразваленных этих мест в государстве не нашел. Везде они проникли в эти коварные, самые худшие творения на земле, которого несколько пророков Аллаха за один день, которые убили, евреи. Все, что сегодня творится зло в этом мире, исходит от евреев, братья мои. Любое зло возьмите, исходит от евреев. Сколько пророков устали от них? Скольким пророкам они чинили зульму? Скольких пророков они убили? Сколько они нарушали свои договора? Сколько они предали Мусу, алейхиссалям? Сколько они требовали других посланников? Убили Закарию. Как беженцы пришли в мусульманские земли, как я прочитал в одном месте, евреи не захотели выйти из Освенцима. Евреи просто захотели поменяться местами, на роль надзирателей встали, и они не вышли из этого Освенцима. Просто они поменялись ролью, стали надзирателями этого Освенцима. То, что они сегодня творят в Газе, то, что они творят сегодня с мусульманами в Палестине, человечество не понимает это. Нормальное человечество, у которого хоть чуть-чуть остался фитра акаль, не понимает. Кафиры выходят на демонстрации. Я, валлахи, не могу смотреть фотки кадры этих детей. Как может человек с человеком вот такие вещи сделать? Иззуддин аль-Кассам, алейхи рахматуллах, днем давал уроки в мечетях, призывал людей к исламу, и скрыто призывал людей, и скрыто совершал нападения. И за 2 года до своей смерти он открыто объявил джихад, открыто своим сторонникам объявил джихад против британцев и против евреев. В одном месте они прятались, готовилось нападение на город Хайфа. Почему именно на город Хайфа? Потому что город был прибрежный, он жил в этом городе 13 лет и знал тамошних людей. Он думал, что если совершат нападение на Хайфа, взять административные здания, люди перейдут на его сторону, потому что его любили и уважали, и это станет катализатором сопротивления остальных территориях. Ошибку совершили 2 человека, патруль, который он оставил надзор, 2 человека из группы Иззуддин аль-Кассам, их было 9 человек, в одном месте прятались они. Они увидели еврейский патруль. 2 человека сидят с оружиями, и они так соблазнились, хотели их убить и завладеть их оружиями. Они совершили нападение на 2 этих евреев. Одного убили, его оружие взяли, другой смог убежать. И приблизительно радиус, квадрат, где они находились, установили британцы. 400 человек окружили эти территории и предложили Иззуддину аль-Кассаму сдаться. Иззуддин аль-Кассам отверг их приложение и принял бой, пал шахидом в 1935 году, пал шахидом аль-Баталь, аль-Муджахид, аль-Имам Иззуддин аль-Кассам, рахматуллахи алейх. Вот в честь его имени, братья мои, сегодня палестинцы, наши братья, организовали группу и совершают те же действия против ягудов, против сионистов, ради освобождения своих земель на территории Палестины. Прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он оказал им помощь, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля оказал им помощь, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля руками этих людей приблизил конец этих сионистов. Братья мои, какие истории мы можем извлечь из истории Иззуддина аль-Кассама? Первые, братья, что мы можем оттуда извлечь, один человек какую работу может сделать. Никто не должен пренебрегать, что я могу сделать, что из меня выйдет. Нельзя так думать. Посмотрите, один человек, Иззуддин аль-Кассам, как поднял, и по сей день его жертва является питанием
уроком для последующих поколений. Он сам говорил, это известные слова Иззуддин аль-Кассама, он говорил: «Лейс аль-мухим ан нантасир, аль-мухим кабля кулли шей ан ну'тия мин анфусина дарса лил уммати вал аджьяли аль-кадима». Не так важно одержать победу. Важнее всего преподать урок последующим поколениям, которые идут после нас. Когда мусульманская умма бывает в слабом положении, не бывает так, чтобы за миг, чтобы мусульмане одержали победу, братья мои. Есть закономерности, которые установил Аллах. И как бы не было искренности мусульман, этой искренности не хватит для того, чтобы одержать победу над врагами. Есть причины, есть последствия. В таких случаях, братья мои, как я уже говорил в прошлом хутбе, победы бывают нескольких видов. Самая главная победа, братья мои, даже больше, чем победа на поле боя, это когда мусульмане смогут завоевать умы людей. Это когда ты сможешь победить ум людей. Вот самая главная победа, братья мои. Привести людей к исламу, связать их с исламом, не терять, чтобы между людьми и религией не теряла связь, побудить в них дух сопротивления, дух величия исламом, чтобы они не стеснялись своей религии, наоборот, они чувствовали величие в этом религии, чтобы они гордились, что они мусульмане, не стеснялись носить бороду, не стеснялись носить мусульманскую одежду, не стеснялись где-то стоять на улице, оказался совершать молитву, чтобы девушка не стеснялась надеть хиджаб, чтобы она гордилась, что она мусульманка, она последовала, она вот потомство, чтобы они потомство этих благородных сподвижников Сумайя, Амр ибн аль-Джаррах, Умар ибн аль-Хаттаб, Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анхум аджмаин. Вернуть людей в ислам. Вот это, братья мои, самая главная победа, которую может человек получить. Человека может окружить, где-нибудь убить и уйти с этого мира, не добившись никаких побед на поле боя. Но это не говорит о том, что он, мусульмане, этот человек получил здесь поражение. Есть война, есть битва. Вот эта война, которая идет между истиной и ложью, она будет до судного дня. Рано или поздно эта истина она выиграет ложь. Мусульмане могут проиграть битву, но войну мусульмане не проиграют, братья мои. Война, его конечный итог это победа мусульман и уничтожение Даджаля и его армии, его войск. Поэтому, братья мои, как я уже сказал в другом хутбе, человек, не сдавшись этому дунью и слугам Иблиса, уйти с этого мира, это личная победа этого человека. Это его личная победа, если даже он не смог изменить историю на этой земле. Вот, братья мои, один человек, когда он ради Аллаха работает, один человек может, который работает своим языком на пути Аллаха, доносить истину до людей, он может сделать столько, сколько делает несколько дивизий кафиров. Правильное слово, которое человек говорит, истину, которую он доносит до людей, глаза, которые он открывает людям, это гораздо больше, чем то, что делают армии на полях сражений. Людей можно физически выиграть. Если у мусульман не выиграть их веру и их убеждения, этот народ невозможно победить. Прошу Аллаха Субхану ва Та'аля, чтобы Аллах вернул мусульман религию, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля пробудил в сердцах мусульман гордость за свою религию, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля объединил мусульман, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля дал поражение своим кафирам, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля уничтожил их экономику, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля сделал фитну между ними, и чтобы их союзы и коалиции всех, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля разрушил, и чтобы они сражались между собой, чтобы этим самым мусульманам дать облегчение. Аминь. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة